Доброе утро! Мы рады приветствовать всех присутствующих на открытии Центра амбулаторной онкологической помощи на базе районной поликлиники Нюрбинская центральная районная больница. Центр амбулаторной онкологической помощи в республике открывается в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в целях ранней диагностики злокачественных новообразований и снижения смертности от онкологических заболеваний. В центре будут вести работу по онкопоиску, диспансерному наблюдению онкологических больных, мониторингу лечения, а также проводить химиотерапевтические лечения в условиях дневного стационара. Разрешите представить наших почетных гостей. Первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Александрович Стручков. Заместитель министра здравоохранения Республики Саха-Якутия Марина Степановна Максимова. Глава муниципального района Нюрбинский район Алексей Михайлович Иннокентьев. Члены правительства Республики Саха-Якутия, администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия. Слово имеет первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Александрович Стручков. Сотрудники Нюрбинской центральной районной больницы, дорогие жители города Нюрба, дорогие жители Нюрбинского улуса. Я думаю, что мы сегодня присутствуем на открытии очень важного, очень нужного медицинского учреждения в Нюрбинском улусе. И я хотел бы от имени правительства Республики Саха-Якутия поздравить всех жителей Нюрбинского улуса с открытием Центра амбулаторной онкологической помощи в городе Нюрба. Этот проект реализуется в рамках национального проекта здравоохранения. Вы знаете о том, что на территории нашей республики реализуется 7 региональных проектов. И одним из таких проектов является проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». И в соответствии с нашими планами до 2024 года на территории республики мы должны открыть 18 таких амбулаторных онкологических центров. И вот очень приятно, что открытие в городе Нюрба амбулаторного онкологического центра является уже 7-м по счету в нашей республике. И целевая задача открытия таких центров – это, конечно же, раннее выявление, предупреждение и, самое главное, лечение людей, у которых выявлены онкологические заболевания. И я думаю, что для всех жителей района, и, наверное, не только Нюрбинского района, а всей Вилюйской группы районов, это будет хороший центр, где они смогут получить полноценную медицинскую помощь и на ранних стадиях выявить онкологические заболевания. Это будет способствовать и решению целевой задачи, которая поставлена президентом нашей страны, увеличение продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет и снижение смертности от онкозаболеваний. Я хотел бы пожелать этому центру хорошей работы, чтобы как можно меньше людей обращалось, но самое главное, если те люди, которые к вам обратились, и у них будут выявлены онкологические заболевания, чтобы они в кратчайшие сроки прошли весь курс лечения и избавились от этого заболевания. Поэтому хочу еще раз поздравить всех жителей города Нюрба, всех жителей Нюрбинского улуса с открытием этого центра амбулаторной онкологической помощи, и уверен, что этот центр будет способствовать снижению смертности от онкологических заболеваний не только, повторюсь, на территории Нюрбинского улуса, но и всей Вилюйской группы улусов Республики Саха-Якутия. Поздравляю вас! Слово предоставляется главе муниципального района Нюрбинский район Алексею Михайловичу Иннокентьеву. Наталья Николаевна, дорогие друзья, коллеги, сегодня у нас в городе Нюрба мы открываем центр амбулаторной онкологической помощи. Ну, как раз для нюрбинцев это актуальная тема, тем более мы на протяжении многих лет наши люди, которые страдают этим недугом, уезжают в город Якутск, принимают там химиотерапию,
Ну, сегодня, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Министерству здравоохранения Республики Саха-Якутия, по правительству, что поддержали здесь, в Нюрбе, 7-й по счету по республике открывается такой центр. Я думаю, это будет подспорье для ранних выявлений этих заболеваний. И на месте оперативно здесь кто болеет этим недугом, воспользовался помощью этого центра. Ну что еще? Ну, еще отрадно, что сегодня центр открывается в присутствии рабочей группы, рабочего визита председателя правительства и первого заместителя председателя правительства Алексея Александровича. Так что, думаю, с открытием онкологического амбулаторного центра, у нас, думаю, будет раннее выявление, оперативное вмешательство и так далее. Давайте будем работать. Слово предоставляется главному врачу Нюрбинской центральной районной больницы Наталье Николаевне Павловой. Как уже было сказано, открытие амбулаторного центра амбулаторной онкологической помощи станет для нас подспорьем для проведения мероприятий по снижению смертности от злокачественных новообразований. Они стоят у нас на 2-м месте, иногда на 3-м месте, поэтому основная причина смертности злокачественного новообразования у нас есть, и мы будем работать над снижением, то есть будем выявлять на ранних стадиях злокачественное новообразование, вовремя проводить диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения наших больных. И согласно приказа Министерства здравоохранения по маршрутизации больных с злокачественными образованиями, раннее выявление и направление в онкологический диспансер для назначения химиотерапевтического лечения. И уже будут обратно к нам приезжать и уже полностью получать химиотерапевтическое лечение. И надеемся, что будет выздоровление наших больных. И хочется поздравить от имени онкологического диспансера. Сегодня должна была приехать главный онколог Министерства здравоохранения. И от имени Ассоциации онкологов поздравляю наших коллег, наших жителей с открытием Центра амбулаторной онкологической помощи. Он оснащен полностью в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по финансированию Министерства здравоохранения. Мы уже провели подготовительную работу по привлечению новых кадров онкологов, то есть в нашем районе уже будет 2 онколога, которые будут и оказывать и амбулаторную онкологическую помощь, и стационарную онкологическую помощь. И, конечно же, первичное звено, которое стоит на страже здоровья, которое будет выявлять на ранних этапах, направлять к онкологу, направлять в онкологический диспансер. И все эти мероприятия позволят нам, мы надеемся, и мы будем работать над этим, чтобы снизить смертность от онкологических заболеваний. Спасибо, поздравляю всех нас с открытием центра. Уважаемые гости и работники, начинаем церемонию торжественного открытия Центра амбулаторной онкологической помощи и поликлиники. Надо кабинет врача. Заходите. Вот наш новый врач, это кабинет онколога. Как оцениваете освещенность? Освещенность очень хорошая. Имеются все необходимые оборудования, которые по 915 без приказа. Вот. Рабочее место тоже очень хорошее. Вот. Врача-онколога. То есть по точке
подключено к медицинской информационной системе и защищенному каналу ВИК-МЕД. То есть отсюда уже врач-онколог может уже на телемедицинскую консультацию заочную сканировать документы. В нашем онкологическом центре. Да, и отправляет в онкологический диспансер. И у нас предварительная же запись в онкодиспансер. То есть отправляет документы через центр поддержки и сопровождения пациента, уже направляет документы и на конкретную дату, на конкретное число, время получает запись. И он уже видит, не стоит в очереди в онкодиспансере. Что это порядок дня. В онкологу мы отправляем в течение суток, то есть выявим подозрение на онкологию, например, фельдшер участковый или фельдшер-терапевт на участке, и уже в течение суток он должен отправить к онкологу. А анализы они здесь делают или все отправляют? Анализы, общие мы здесь делаем, но будем уже работать над тем, чтобы брать уже гистологический материал у нас здесь, те, которые возможно. Парампоскопию, если у нас будет, оборудование. А результат все равно будет? Нет, да, мы будем отправлять в Якутск, потому что у нас есть уже договоренность, договор с компанией Якутия. Мы каждую неделю отправляем анализы в город Якутск на генетические исследования. Это беременных женщин. То есть у нас налажена работа. То есть если мы можем выявить гистологический материал здесь, Но здесь возможность такая есть. Брать гистологический материал. Гистологическая, да, конечно. то есть вот эти врачи, которые мы пригласили, они уже умеют делать. Ну просто даже у нас в Национальном центре медицины есть проблемы как раз таки с забором гистологического материала. И нередки случаи, когда надо делать это повторно. Здесь, в принципе, это возможно. Мы сейчас будем тоже заказывать по НСЗ аппараты, Сергей Андреевич, откуда? Я приехал в Барнаул. С Алтайского края. Ну, хороший город. Вот врач, хирург-лаборатория с Алтайского края. Да. Так, вчера вы Да. по химиотерапии же вы обучились? Да, я доцент. Да, я обучился по химиотерапии. Медицинский институт? Да, с Алтайского государственного медицинского университета.